Да. У меня там есть к словам по поводу национально-территориального образования. Значит, записать следующим образом. Политика правовое, национальное государственное образование. И дальше по тексту. Нет, там есть национально-территориальное. А я повторю еще раз. Политика правовое, национальное государственное образование. Это, иными словами, автономная республика в составе Молдавской ССР. Чтобы было четко и ясно. Потому что другие формы могут по-разному там понять. Я предлагаю все-таки прислушаться к этому. Так, дальше разъяснение. Здесь написано, юридические гарантии возрастения этого малочисленного народа может явиться состоянием национальной территориальной автономии гагаузов. Только политика правовое, национальное самоопределение дальше. Потому что в одном предложении мы не можем тавтологию делать. Так, товарищи, нет других предложений. На голосование будем ставить так декларацию. Будем ставить на голосование декларацию. Так, Виктор Степанович. Товарищи, поскольку работает в комиссии Президиума Верховного Совета Республики, я все-таки прошу вас, что все-таки в этой декларации, принятой вами сейчас после декларации, не навязывать, не использовать это как средство давления. Не использовать это как средство давления на деятельность комиссии Президиума Верховного Совета Республики и в целом на органы государственной власти. Ваше волеизъявление, оно выражено на первом съезде, и сейчас она ясна, абсолютно ясна. Так, товарищи, ставим на голосование декларацию съезда гагаузского народа. Кто за то, чтобы принять декларацию? Нет, я против. Товарищи, мы с вами прекращаем уже... Да. Нет, секундочку, подождите, пожалуйста. Секундочку. Я или не понял, если не понял, разъясните. Я думаю, что многим непонятно. Если объявляем декларацию, с какими правомочиями принимаем уже, с какими правомочиями, то есть законность декларации раз, и что она в себе содержит. Я лично не понял. Если объявлять республику в образовании ГССР, то я думаю, присутствующие должны решить это. Декларация принимается отдельно, обращение принимается отдельно и постановление принимается отдельно. Кто за то, чтобы с дополнениями принять проект декларации съезда гагаузского народа, прошу поднять мандаты. Прошу опустить. Нет, я извиняюсь. Прошу поднять мандаты и счетной комиссии приступить к работе. Счетной комиссии приступить к работе. Прошу, товарищи, держать мандаты.
счетная комиссия, она все делает. Так что... Нет, счетной комиссии прошу далее. Всего за проголосовало 501 делегат. Сколько? 501 Товарищи, делегат. у меня зафиксировано, вот она, на бумажке, что обменяли мандаты 501 человек. Видимо, вас занимается декларация. Слово для зачтения обращения к народу Советского Союза предоставляется Мавлеевич Мария Васильевна. Дорогие товарищи, небольшая преамбула. Тут у нас поступила записка. Начнется, мы прочитали, желая знать. И, наверное, люди, которые здесь, этой трибуны, призывали нас к ответственному отношению к тому, что здесь происходит. Народу Молдавской ССР, ко всем народам Советского Союза. Мы, делегаты Чрезвычайного съезда гагаузского народа, являясь его полноправными представителями, собрались на свой народный съезд в ответственный период реализации платформы ЦК КПСС «Национальная политика партии в современных условиях». Гагаузский народ поверил и воспринял эту политику как надежное средство решения вопроса о своем самоопределении. Гагаузский народ, как тюркоязычный и самоопределение в форме Гагаузской автономной Советской Социалистической Республики в составе Молдавской Социалистической Республики. Только политико-правовая, национально-государственная форма самоопределения Гагаузской автономной республики в состоянии защитить его жизненные интересы и создать объективные предпосылки для самопроизводству и дальнейшему развитию этого тюркоязычного народа в окружении народов с другой культурой. И это поможет народу самому выбрать пути восстановления общественно-социальной функции своего языка, предохраняя его от ассимиляционного воздействия социально сильных языков русского и молдавского. Наше обращение мы прежде всего адресуем молдавскому народу в расчете на полное понимание чаяний гагаузского народа. Очень хотелось бы, чтобы в полной мере было взято во внимание, что самоопределение гагаузского народа и создание Гагаузской автономной республики ни в какой мере не затрагивает суверенитета и суверенного права молдавского народа. Гагаузская автономная республика не приведет к нарушению территориальной целостности Молдавской ССР. Представители гагаузского народа постановляют. Перед этим, извините, это проект закона. Первое. Представляется проект закона Президиума Верховного Совета Молдавской ССР на рассмотрение и утверждение 14 сессии Верховного Совета Молдавской ССР. Проект. Закон Верховного Совета Социалистической Республики об образовании Гагаузской автономной Советской Социалистической Республики в составе Молдавской ССР. Принимая во внимание декларацию, принятую съездом представителей гагаузского народа, руководствуясь финскими принципами свободного самоопределения наций в социалистическом государстве и основываясь на современной национальной политике, Верховный Совет Молдавской Советской Социалистической Республики постановляет. Первое. Удовлетворить просьбу делегатов съезда, полномочий представителей гагаузского народа и образовать Гагаузскую автономную Советскую Социалистическую Республику в составе Молдавской ССР. Второе. Включить в состав Гагаузской автономной Советской Социалистической Республики
территории компактного проживания Белорусского народа Бессарабского, Конечным, Камрадским, Каракульским и Черновским районом, а также все Головой, Лопацик, Лучешский, Москве, Кагульский район, которые выразили свое волеизъявление Москвы граждан. Третье. Передать собственность Белорусской АСР все сельскохозяйственные, промышленные, транспортные, строительные, коммунальные, торговые и другие предприятия и объединения, средства связи, городской жилищный фонд, банковские, просветительские, культурные и иные учреждения, а также средства производства, материальные объекты и национальные ценности, находящиеся на территории района, указанных в статье 2 настоящего закона, и необходимые для осуществления строительства белорусской государственности. Установить, что земля, ее недра, воды и леса являются собственностью органов государственной власти Союза СССР, Молдавской ССР и Белорусской АСР. Четвертое. Поручить Президиуму Верховного Совета Молдавской ССР разработать проект административно-территориального деления и установления точной границы Белорусской АСР. Представить его на рассмотрение и утверждение предстоящей сессии Верховного Совета Молдавской ССР. Президиум Верховного Совета Молдавской ССР образовать и утвердить состав комиссии по разработке проекта Конституции Белорусской АСР. Пятое. Провести в соответствии с Конституцией Союза Советских Социалистических Республик Молдавской ССР, Законом Союза СССР о выборах народных депутатов СССР, Законами о выборах народных депутатов Молдавской ССР и о выборах депутатов местных советов народных депутатов Молдавской ССР, выборы высшие и местные органы государственной власти Белорусской ССР. Поручить Президиуму Верховного Совета Молдавской ССР определить границы избирательных округов и участков, утвердить составы окружных и участковых избирательных комиссий и назначить день выборов Белорусской АСР. Установить норму представительства Верховный Совет Молдавской ССР, Белорусской ССР, пропорционально численности ее населения в количестве не указывается народных депутатов. Количество определяет пропорциональная численность населения Верховный Совет. Шестое. Утвердить в качестве столицы Белорусской автономной Советской Социалистической Республики город Камрад. Верховному Совету Белорусской АСР разработать национальную символику и государственную атрибутику автономной республики и представить их на утверждение Верховного Совета Молдавской ССР. Седьмое. Представить настоящий закон Молдавской Советской Социалистической Республики на утверждение второго съезда народных депутатов СССР, после чего внести соответствующие изменения и дополнения в Конституцию Молдавской Советской Социалистической Республики и в Конституцию Союза Советских Социалистических Республик. Председатель Верховного Совета Молдавской ССР Чаванов, секретарь Президиума Верховного Совета Молдавской ССР Неделку, ноябрь 1929 года, город Кишинев. Это проект закона, который представляется от имени съезда. Ставь на голосование. Товарищи, нам необходимо проголосовать за проект закона. Да. Какие есть предложения? Принять проект за основу. За основу. Кто за то, чтобы принять проект закона за основу, прошу поднять мандаты. Прошу опустить. Кто против? Я не вижу. Я еще раз попрошу поднять. Кто против? Замечание, дополнение. Нет. Кто воздержался? Нет. У кого есть замечания, предложения? Так, пожалуйста. Значит, товарищи, железная дорога, союзные предприятия, в Чедербурге 2 завода союзных, не являются собственностью республики. Республика не вправе ими распоряжаться. Как же мы их отнесем в собственность автономной республики? Это предмет больших споров. И второе, что касается места столицы, я думаю, должен решать Верховный Совет. Потому что это очень серьезный вопрос. Промышленный потенциал, интеллигенция и так далее. Кого определят, это другой вопрос. Так, здесь написано, являются собственностью органов государственной власти Союза СССР, Молдавской ССР и Белорусской ССР. Так, ответ да. Так, добро пожалуйста. Я извиняюсь. Значит, уважаемые товарищи, мы сегодня с вами принимаем очень важное и серьезное решение. Я думаю, что наш народ всегда был мудрым и мужественным. Мне кажется, сегодня мы лезем не в тот карман, куда мы должны не лезть. Это прерогатива Верховного Совета СССР разрабатывать проекты своих законов.
Поэтому я думаю, что мы вот этот проект вообще не должны рассматривать даже. Нельзя У вас есть предложение? Да, у меня предложение. Пожалуйста, конкретное предложение. Михайлович, предложение такие, значит. Нет, это не агитация. Я предлагаю это сегодня не рассматривать. Так, мы будем голосовать. Товарищи, мы предъявляем проект. Как поступит это, допустим, президиум Верховного Совета Молдавской ССР, это уже его дело. Возьмет его за основу, в целом возьмет, часть возьмет из этого пункта. Мы предъявляем свой вариант. Я уже сегодня На продолжение, ввиду имеющихся разногласий, вопрос о столице нравится жителям Да. Товарищи, вы помните наш первый съезд? Многие, наверное, были делегатами. Ну, во всяком случае, может быть, это половина. Никаких агитаций. Кто за предложение? Я напомню, товарищи чадырлунцы, давайте, не навязывайте нам вопрос о столице. Этот вопрос не может обсуждаться. Комрад и других вопросов и предложений быть не может. Все. Нет других дополнений истории? Нет. Есть. Там, пожалуйста, в первом Товарищи, мы сами себя задерживаем. Если я не понял, значит, я извиняюсь заранее, там насчет того, что создать автономную республику или утвердить, по-моему, необходимо утвердить, потому что мы же здесь, как говорится, провозгласим. Тогда вопрос об образовании или создании или провозглашении столицы, ну, вынести на всенародный референдум, на обсуждение всенародное. Всенародный референдум. Потому что должно быть тут паритетно решение народа. Так, товарищи, в России просто мы уходим в сторону, нас уводят в сторону. Нет других дополнений. Так, пожалуйста, тексты. Товарищи, я выступаю от имени молодежи города Черноморска. Молодежь города Черноморска изъявила желание, говорит, без объявления автономии не возвращайтесь в город. Она приехала сюда, даже представители молодежи дежурят дружинниками здесь. Так что, ребята, надо объявить автономию, а Верховный Совет Республики должен утвердить. А если говорить насчет столицы, это личный вопрос, не надо оттягивать дела. Все, это всем ясно, какая столица. Все, спасибо. Так, нет, товарищи, других дополнений изменений. Кто за то, чтобы принять проект закона в целом с дополнениями, прошу поднять мандаты. Так, кто? Прошу опустить. Прошу опустить. Кто против? Считайте. Не было одного дополнения? Не было никаких дополнений. Не было? Тогда в целом. Так, в целом ставлю заново на голосование. Кто за то, чтобы принять проект закона в целом? Без дополнений прошу поднять мандаты. Прошу опустить. Кто против? Считайте мандаты на камеру. Кто против? Так, пожалуйста. Против 13. Против 13 делегатов. Кто воздержался, прошу поднять мандат. Нет. Один воздержался. Подавляющим большинством голосов
постановление одобрить проект закона Верховного Совета Молдавской ССР об образовании Гагаузской автономной Советской Социалистической Республики в составе МССР и передать очередной сессии Верховного Совета Молдавской ССР для рассмотрения и утверждения. Второй пункт. Предлагается избрать Временный координационный комитет для оказания помощи и содействия органам государственной власти в окончательном формировании Гагаузской автономной Советской Социалистической Республики. Что здесь подразумевается? Это оказание содействия подготовке проекта Конституции и проведении выборов. Нет подмены власти ни в коем случае не думать. Просто про разработке проекта Конституции. Какие будут предложения? Потом мы скоро дополнительно. Так, есть предложение. Принять на основу? Да. Второй пункт. Там один пункт? Это второй пункт, да? Подготовка проведения участия в подготовке совместно с органами государственной власти проведения выборов для органов Гагаузской АССР. Так, какие товарищи есть? Так, подождите, я не дал вам слово. Пожалуйста. Есть предложение вот у Виктора Степановича, он давно даже был, хотел дать предложение. Пожалуйста, Виктор Степанович. Я вот что, товарищи, хотите все объять? Смотрите, можно потерять все. Я предлагаю вам, любое ваше решение, которое будет противоречить закону, естественно, оно будет отменено. Давайте постарайтесь без конфронтации с Верховным Советом Молдавской ССР, с Верховным Советом СССР. Если кто-то полагает, что если поддержит Верховный Совет Молдавской ССР, поддержит Верховный Совет Союза СССР, заблуждаетесь. Незаконные действия никто не поддержит. Поэтому я предлагаю, этот пункт исключить. Исключить этот пункт. И, товарищи, давайте трезво подходить к этим вопросам. Так, предложение. Товарищи, я предлагаю оба эти пункта объединить, создать координационный совет и обратиться к народным депутатам, как вот сказано по тексту. Так, предложение. Я сказал, товарищи, я даю слово и потом. Раньше же не стоят. Но я уже извиняюсь перед вами. Товарищ Талашев. Здесь первый пункт не понятно все. Я предлагаю таким образом объявить о создании Гагаузской автономной Советской Социалистической Республики. Предложение снять вопрос о телеграмме, во всяком случае, о таком тексте, который был здесь предложен. Потому что даже молдавский народ и даже часть Народного фронта отмежевывается так называемого экстремистского крыла. И даже если это приятно было бы сделать в стратегическом плане, все-таки мы тоже должны от всего того, что разглашает и делает вот экстремистское крыло Народного фронта, отказаться, в всяком случае, может, не от телеграммы, но от такого текста, что мы с вами и так далее. У нас в республике поймут так, что мы с ними. Потому что они противозаконно выступали, против правительства, против советской власти, против коммунистов и так далее, вы знаете. Сказать здесь, что мы с вами, значит, мы все симпатии, которые имеем со стороны всех народов. Так, дальше. Предложения какие? Так, может, есть необходимо разъяснить этот пункт? По поводу второго пункта, по второму пункту. Да, второго пункта. Товарищи, если мы сегодня провозгласили автономную республику и не избрали, сами не избрали координационный совет, который говорится во второй редакции,
И если мы не изберем координационный совет, куда будут входить партийные руководители, хозяйственные, некоторая часть неформалов и другая общественность, если мы не изберем этот координационный совет и не дадим, не поручим ему конкретные действия на конкретном этапе, то наша автономия практически будет бездействовать. Мы будем опять также ждать, когда нам дадут манную кашу, кто и когда. Мы сами должны назначить сроки именно для того. Поэтому надо необходимый координационный комитет и туда конкретных людей включить. Так, Раньше, Значит, товарищи, учитывая наметившиеся разногласия, предлагаю все-таки компромисс. Создать эти революционные комитеты, координационные, но только в том случае, если мы не будем удовлетворены решением сессии Верховного Совета Молдавской ССР. Это предполагает совершенно иное. Никакими властно-распорядительными функциями этот орган не обладает. И следующее. Сессия принимает будет решение об образовании. А тут речь идет о подготовке проекта Конституции в основном. Да, дальше. Как я тоже понимаю, этот временный комитет по подготовке проведения выборов, там написано, для оказания помощи и содействия органам власти. И в этот комитет войдут уважаемые люди, представители партийных советских органов. Комитет должен именно приступить к формированию этой проекта Конституции, опубликовать, обсуждать и так далее. Временное положение в выборах, проводить выборы. Это если не утверждают нас. Народ отвечает. Это так и есть. Сейчас персонально будут выбирать, как будут целый опять. Не идет. Будем представлять. Проход будет работать дальше. Нет. Это параллельные органы власти. Вы поставите Совет народного движения, как вы сказали, в конфронтации с партийными государствами советского. А мы пока с советскими партийными хозяйственными органами были вместе решали все вопросы. Так, Георгий Иванович, вы не можете зачитать еще раз первое и второе с добавлениями, какие там были добавления, изменения, предложения. Так, дальше, послушаем еще раз все пункты нашего постановления. Значит, это объединенный вариант читать его сразу. Избрать временный координационный комитет для оказания помощи содействия органам государственной власти в окончательном формировании ГССР. Второе предложение. Поручить Совету народного движения Гагаузской Алкы и просить народных депутатов Союза СССр, депутатов Верховного Совета Молдавской ССР, депутатов местных Советов народных депутатов, избранных на территории образования Гагаузской ССР, оказать помощь и содействие органам государственной власти в окончательном формировании государственной атрибутики органов управления автономной Советской Социалистической Республики. Третье предложение поступило объединить все вместе. Что этот комитет будет делать, если не утвердить? Так, ну я думаю, потом этот временный комитет нам придется... Они никакого, так сказать, не имеют конкретности. Если включать такой пункт и голосовать за него, значит, должны быть четко определены функции этого комитета. Один говорит, это будет Конституцию разрабатывать, другой будет помогать советской власти, третий вообще заменит советскую власть. Если уже избирательный комитет, должен быть четко его функции определены. Это раз. И второе, я считаю, что не здесь на съезде должны это комитет создан, если он будет, а быть районным комитетом партии, исполкомом и местным отделением Гагаузской Алки народного совместно. Что значит, что это вы там за всех расписываете? Так, я прошу товарищи, вести себя... Я прошу прощения, я входила в ту группу, которая думала над этим. Ну, я, может, тоже думала. Я так думаю, что надо сохранить Совет Гагаузской Алки и эти народные депутаты, но функции определить
наблюдательный за выполнением решений съезда. И на самом деле я считаю, что пусть меня посчитают консервативной, но я считаю, что у нас пока идут нормальные отношения с правительством, мы не хотим их портить, и в конце концов пока наблюдать можно, чтобы не сложилось впечатление двоевластия. Все-таки это не то, что нам нужно в сегодняшний день. Товарищи! Уважаемые товарищи, мне трудно, сложно, потому что я уже говорил, я не буду агитировать, я уже говорил о цивилизованном пути, не стал развивать, так сказать, что я понимаю под цивилизованным путем. Я считаю, что нельзя создавать параллельную структуру власти, если мы хотим достичь своей цели. Я вчера 3 часа доказывал, что этого нельзя делать. Сегодня это же предложение исходило от Виктора Степановича. Вчера было подозрение в том, что я с Народного фронта Молдавии. Сегодня боюсь, что меня заподозрят в том, что я заодно, так сказать, представитель Виктора Степановича. Поэтому, товарищи, я прошу вас воздержаться. Вот та вторая редакция, я теперь уже не знаю, какая вторая, какая первая, вот там, где речь идет о договоре с Халкы, это приемлемо. Это приемлемо. Там, где речь идет о создании комитета, временного совета, временного комитета и так далее, это по существу параллельная структура власти. Я высказываю свое мнение. Я не вмешиваюсь в вашу деятельность, сижу, стиснул же. Вот это второй вариант, еще он наиболее приемлемый. Спасибо. Что по существу это будут органы параллельной власти, если Верховный Совет Молдавской ССР не утвердит наше решение. Только тогда, пока оно идет законным, идет на утверждение, какие органы параллельной власти. Поэтому нам нужен координационный совет, и конкретно по 25 человек с каждого района, куда включить партийных, советских органов, представителей неформальных объединений, столь же довольства и так далее. Так, товарищи, ставим на голосование. Прошу прощения. Это получается, что я завершу исключение. Тише! Я в своем выступлении сказал, чтобы понять истину, надо выслушать две стороны. Нам диктуют одну сторону. Не надо привлекать, затыкать и так далее. Значит, прав Виктор Степанович, когда говорит, что Координационный совет не должен выполнять функции, определенные государственной властью. Но. Значит, тут же нам предлагают отдать эти функции Гагоу-Салке. Хорошо, это уже противоречит. Значит, если функции отдаем Гагоу-Салке, он же поднимает это самое, подменяет государственную власть. Теперь послушайте, что. Значит, с 21 мая прошло полгода. Значит, появились другие люди. Значит, нам нужно... Я доверяю полностью Гагоу-Салке. Вы знаете, что если бы Гагоу-Салке сегодня этого съезда не было. Но сегодня появились новые люди, которые вытянуло время. Даже Михаил Сергеевич пошел на то, чтобы очистить ЦК, Политбюро и так далее. Почему вы боитесь, что если в этот координационный совет еще войдут несколько людей выбранных сегодня, значит он уже будет подменять советскую власть? Вы подумайте, прежде чем кричать. Значит, надо ставить и не первое, и не второе, а просто сказать, что выбрать координационный совет, который будет содействовать, значит, решению вопроса ГССР. И ничего больше. Так, товарищи, все, прекращаем зрение. Прекращаем. Ну что ж, Вопрос о проблеме. Целую проблему целого народа. И вот одними на последнем этапе вот такими эмоциями можем испортить все дело. Нам же ясно объяснил нам с вами юрист,
Неужели мы должны поддаваться эмоциям одному-двум вот сюда поднимаются и давай вперед так кулаками мы с вами республику не сделаем? Одну секундочку, еще не сделали. Вы не торопитесь. Так, все, товарищи, вы... Еще не торопитесь, товарищи. И я прошу выслушать. Давайте разумно будем принимать разумное решение. Давайте трезво мыслить. Давайте мудро. Давайте послушаем юристов, как предлагают. Так, предложение. Одну секундочку. Так, товарищи, все. Предложение. Садитесь, садитесь. Каждый высказаться имеет право. Мое предложение было такое. Мы с вами приняли обращение, мы с вами записали пункт образования республики. Будет принято соответствующими советскими органами, после этого будут сформированы и соответствующие структурные образования. А так что мы создаем сейчас? Параллельные органы, давайте будем тогда... Это никуда не годится. Мое мнение, как народный депутат, я поддерживаю только законные, товарищи, акции. Только законные. Так. Товарищи, здесь стоит вопрос так. Мы провели свой съезд. Мы объявили об образовании нашей автономной Советской Социалистической Республики. Сессия большинством голосов не утвердит это. И дальше кто будет отстаивать наши интересы, вот это волнует, видимо, диктатор. Кто? Так вот, видимо, было предложение, второй вариант был, чтобы этот временный комитет, который будет здесь утвержден нашими, чтобы мы не собрали еще один съезд через 2 недели, чтобы он образовал комитет временный, куда войдут, и товарищ Гроздев войдет туда, и товарищ Волков, и Франгу, и так далее, если, допустим, и чтобы этот комитет, он приступил к работе тогда, когда наши законные требования не будут утверждены. Верховным Советом у нас все, пока этот комитет не действует. Товарищи, куда вы спешите? Куда вы спешите? С этим вопросом. Вам же сказано, товарищ Карадаш, ваш эксперт, юрист, высказывает вам. Что говорит товарищ Бургуджи? И вот, уважаемый никаких вариантов исключить вопрос о временном комитете. Попытка предоставить ему позднее каких-то функций только лишь вносит, дестабилизирует полностью обстановку. И мы вынуждены будем, президент Верховного Совета Молдавской ССР, вмешиваться именно по этой причине. Вмешиваться, так сказать, в этом решении. Зачем конфронтация с органами государственной власти? Зачем она нужна вам? Я предлагаю исключить. Виктор Степанович, в чем конфронтация с органами государственной власти? Так, товарищи, все, сели, все успокоились. У нас есть редакции. Можем мы голосовать или нет? Можем. Ставить на голосование. Кто за то, чтобы поставить на голосование и первую редакцию, и вторую редакцию, прошу поднять мандаты. Первый вариант. Пожалуйста, первый вариант. Прочтите, пожалуйста, первый вариант и второй вариант. Мы проголосуем и за первый вариант. В окончательном формировании голосов. Кто за то, чтобы проголосовать за первый вариант? Только сейчас зачитанный, прошу поднять мандаты. Счетной комиссии приступить. Вообще мы сейчас просто
Потому что ты зарегистрированный, это самое, не поставь ударный суд. Он же подсказал. Игорь Степанович, почему все-таки у вас в Кумрате так возникло? Вот две таких фракции. Почему? Они за одно и то же борются. Вы не понимаете, Так. Товарищи, мы поставили на голосование первый вариант, мы ставим на голосование второй вариант. Второй вариант зачитан, поэтому я прошу, кто за то, чтобы утвердить этот второй вариант, прошу поднять мандаты. Прошу счетчиков считать. Так, я прошу всем никакого превозношения было образование. прекратить разговоры, успокоиться. Все взяли свои. Людей запутали, а он наш Я Кто против? Ну, абсолютным большинством прошел второй вариант. Постановляющую часть вопрос. Образовать Гагаузскую советскую автономную советскую социалистическую республику в составе Молдавской ССР. Кто за то, прошу поднять мандаты. Счетной комиссии приступить к работе. Прошу поднять, держать мандаты, товарищи. Поднимите повыше, чтобы счетная комиссия могла работать. Остальным спокойно сидеть. обратите внимание, вы на себе берете функцию Верховного Совета Республики. Я говорил всем, не надо давить никому, ни нам, ни сидящим в зале, на аудиторию. Мы поставили вопрос на голосование, полномочные представители делегатов народа выражают волю своего народа. Пожалуйста, послушаем счетную комиссию. Председатель. Товарищи, за проголосовало 497.